Сәлем, достар! Добро пожаловать на мой бесплатный курс казахского языка. Курс предназначен для всех, кто хочет изучить казахский язык с нуля. На первом уроке мы с вами пройдем алфавит, специфические звуки казахского языка и их произношение. Итак, в алфавите казахского языка 42 буквы. 9 специфических букв. Это Г, Қ, Ң, Ө, О, Ү, Х. Первые 8 гласных образуют пары по твердости и мягкости. Это А, О, Ө, О, Ү, Буквы В, Ё, Ф, Ц, Ч, твердый знак, мягкий знак, используются только в заимствованных словах. Звук мягкий гласный звук. Он схож с английским звуком Например, map, plan. В казахских словах встречается в начале слова, в середине слова. Например, әже, әже, әзіл, әке, әдемі, дәм, сәт, дәрігер, сән. Мягкий гласный звук өте, өмір, өтірік, өлшем, бөлім, сөйлем, сөз, көше. Твердый гласный звук О произносится кратко и приобретает звучание между О и У. О. Он. Оя. Ошақ. Озын. Оят. Сұлу. Мұнда. Тұрмыс. Мягкий гласный звук үн. Үлкен. Үстем. Күн. Жүру. Твердый сверхкраткий гласный звук отличается от русского тем, что произносится этот звук тверже и более кратко. Например, мыс, жыл, алтын. Не мыс, жил, алтын, а мыс, жыл, алтын. Ынта. Мысал. Тамыр. Ойыншы. Жақсы.
жақсы. Мысық, мысық. Мягкий гласный звук Например, тіс, кім, бір. Этот звук тоже мягкий, сверхкраткий, произносится сверхкратко. Между двумя согласными практически не произносится. Тіс, кім, бір. Іс, ішу, іздеу, кісі, жігіт, тіс, күміс. Мягкий гласный звук. Соответствует русскому звуку Е. В начале слова произносится как ие. Например, ель, есеп, ертең, еркін, ерте, жел, бет, сезім, дене, терезе. Звук И в твердых словах читается твердо, в мягких – мягко. Например, жиналыс, жидек. В односложных словах И мягкое. Би, ит. Но в слове ми твердое. Мы. Звук У в твердых словах читается твердо, в мягких – мягко. Например, рухани, сурет. В односложных словах У твердое. Ту. В произношении гласных звуков ё, ю, я такое же, как и в русском языке, лишь в отличие от русского, произносится мягко, ближе к е. Согласные звуки в твердых словах произносятся твердо, а в мягких – мягко. Согласные л, эш в мягких словах произносятся особенно мягко, словно после них следует мягкий знак. Ель, үш. Звук Г. Звонкий согласный. Встречается в начале, в середине слова. Гимарат. Гашык. Ғылым. Ғалым. Баға. Сағат. Тоғыз. Звук Қ. Глухой. Встречается в начале и в середине, и в конце слова. Қол. Қыз. Тақта. Мақсат. Ақ. Сұрақ. Ыстық.
Звук ан, сонорный. Похожий звук есть в английском языке. Long, sing, morning. Жаңа, жеңіс, соңғы, менің, заң, кең, терең. Звук х. Например, жиһаз, қаһарман, айдаһар. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если будут вопросы, пишите в комментарии, я обязательно вам отвечу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.